Ведущие дагестанские дизайнеры ломают голову над тем, каким он должен быть, национальный костюм. Казалось бы, чего мудрить, когда наши предки уже все за нас сделали. Задача современных кутюрье – сделать из них нетленный тренд. А все после предложения Рамазана Абдулатипова облачиться чиновником в одежду предков ко Дню единства республики. Этномода, ну или национальный винтаж. В материале Хадижат Мазгаровой. Будем возрождать культуру и традиции народов Дагестана. Черкесские папахи, подпоясанные кинжалом, экс-депутат Госдумы Гаджимурад Омаров фланирует по своему офису. Его коллеги к новому имиджу шефа привыкают с трудом, а сам парламентарий готов позировать не только на паркете, но и пойти в массы, призывать народ одеваться по моде предков. Я хотел бы сам в этом костюме и пройтись по Москве, чтобы и москвичи, и в других субъектах Российской Федерации с уважением и с пониманием относились к культуре тех народов, которые исторически проживают на территории Российской Федерации. Гардеробный бум на все старинное и народное в республике начался с подачи президента Абдулатипова. Недавно он предложил всем чиновникам надеть национальные костюмы. Правда, не сиюминутно, а в июле, когда Дагестан будет отмечать День Конституции. Черкеска мужская – это широкие плечи, узкая талия, это мужская стать уже во всей красе. Дагестанские модельеры тут же собрали экстренное совещание. Сначала решали, какие фасоны выбрать. С мужчинами все понятно. Папаха, она и в Африке папаха. А вот ассортимент женского платья оказался более широким и спорным. Удлиненные платья до пят, посередине вставка и серебряный пояс. Подойдет и худосочной стройняшечке, и даме альтернативной внешности. У дагестанского костюма перед современным европейским уверенным Уминат масса преимуществ. В этом костюме было удобно и скакать на лошади, и работать, и танцевать, и быть презентабельным. Поэтому я считаю, что наш национальный костюм, тем более, что наш национальный костюм, он так многолик, в отличие от костюмов других народов Кавказа. Рядом с глубоко традиционными костюмами появляются совсем авангардные. Вот одна дива в платье мозаичном, как церковный витраж. На другой – симбиоз кухонных полотенец, бабушкиных занавесок и обоев эпохи 70-х. А вот так в представлении юных кутюрье выглядит национальный русский костюм. Этот верх мы взяли чисто народно-русский. Рукава тоже были в русском сарафане. Юбка тоже используется очень много клинов, и чтобы придать объем. Мужская мода в ритмах гор тоже необычно патриотична. Вот, например, узор старинного ковра на лицевой части рубахи, а поверни ее, так на спине весь родной аул или портрет имама Шамиля. Одеть одежду одно, но важно еще внутренне соответствовать, быть достойным. Черкесская – это как одежда рыцарей, одежда, где она обязана, где стать и все. Мода на этнический гардероб уже захватила умы и молодых, и зрелых. Если не раритетный, то хотя бы стилизованный под старину. Мы все-таки живем в очень богатой традициями регионе. Мы должны поддерживать его, мы должны носить и одевать такую одежду. И мне очень это нравится, что это возвращается в нашу жизнь. И я бы с радостью, если честно, надевала бы это, если бы это было под мой вкус, под мой стиль. Тем временем экс-депутат Омаров из теоретиков моды решает стать практиком. Выходит во двор и начинает танцевать лезгинку. Впрочем, желающих последовать его примеру не нашлось. Хадижат Мазгарова, Тимур Абдулаев, Салих Салихов. Время новостей.